1 февраля в Коми определен новый порядок выплаты компенсации платы за детский сад. Изменения обсудили на общегородском родительском собрании. По поручению главы района Владислава Гаврилова и руководителя администрации муниципалитета Виктора Шомисова теперь все актуальные вопросы будут проходить через общественную дискуссию, дабы мнение высказали все заинтересованные стороны. В Сосногорском районе информационную кампанию провели заранее. В детских садах об изменениях известили каждого родителя. Мы провели собрание. Для каждого родителя мы подготовили вот такую памятку, где все четко расписали, какие документы в какой срок надо подготовить, где конкретно их можно в какой организации взять. Потом мы раздали эти памятки в руки каждому родителю списочного состава детского сада за подписью, чтобы мы знали, что каждый родитель эту памятку получил на руки. Вопросы, конечно, у нас у родителей были, но ажиотажа никакого не было. С 1 февраля в Коми введен так называемый критерий нуждаемости. Если раньше все жители республики могли воспользоваться субсидией, то с 1 февраля ее будут получать только те, кому это действительно нужно. На компенсацию вправе рассчитывать семьи со среднедушевым доходом не выше 1,5 прожиточных минимумов. К примеру, для одинокого родителя с одним ребенком это 35 943 рубля. При подаче заявления на компенсацию необходимо предоставить пакет документов, в том числе и подтверждающих доходы. Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов и сборов. Документами, подтверждающими доходы, являются справки 2 НДФЛ, справки из пенсионного фонда, образовательных организаций, справки о стипендиях и других выплатах, справок из налоговой для предпринимателей и также справки из Центра занятости. Документы необходимо будет обновлять каждый год, за исключением семей со статусом малоимущих. Им справку придется приносить раз в полгода. При управлении образования создан специальный орган, уполномоченный рассматривать вопрос о предоставлении компенсации или отказе в ней. Определен и порядок работы. При этом остались вопросы, которые на местном уровне не решить. Их родители намерены адресовать в правительство региона. Думаю, что составим какое-нибудь обращение, не какое-нибудь, а по конкретной теме, о тех вопросах, которые не разрешены на сегодняшний день. Много вопросов еще будет, и много вопросов есть еще, которые не решенные. Как будут вычитаться, откуда будут вычитаться, там доходная часть, недоходная, вопросы возникают, как алименты будут учитываться, там стипендии, компенсации различные. Начальник управления образования Ольга Кирилловна пообещала нам, что она всячески нам поможет в решении наших всех вопросов и проблем. То есть мы можем обратиться, она нам подскажет, расскажет. Пока муниципалитеты только привыкают к новым правилам, поэтому управление образования готово не только разъяснять, но и контролировать. По всем спорным вопросам, а также для консультаций можно обратиться напрямую к начальнику управления образования по телефону 5 58 61.